Хочу напомнить, что в феврале прошлого года, в феврале 24 года была жестоко убита в своей же квартире Айджан Алыкулова. По данному факту убийства был 13 марта осужден Дамиров Кирилл на 15 лет, но в рамках этого уголовного дела выяснились иные обстоятельства, обстоятельства того, что следователями было проведено нетщательное расследование. Судья Первомайского района вынес частное определение по данному факту. На взгляд потерпевших, по их словам, в материалах дела не было со стороны следствия выдвинуто дополнительное обвинение в отношении как Дамирова по факту наркотических средств. Но самым интересным моментом является то, что в материалах дела в день убийства, когда проводили осмотр места происшествия, исчезают наркотики. И наркотики в приличном весе. На экспертизу химическую поступает совершенно другой вес наркотиков, и эти все обстоятельства были установлены в ходе судебного разбирательства. Так как мы увидели состав преступления со стороны должностных лиц, а именно следователя Первомайского района, мы незамедлительно 25 февраля обратились в Генеральную прокуратуру. Заявление писала я от имени потерпевших и просила Генеральную прокуратуру зарегистрировать наше заявление о возбуждении уголовного дела в отношении 3 сотрудников Первомайского района за злоупотребление и сокрытие преступления. Неясно, куда исчезли наркотики. Обвиняемый говорит, он ушел с квартиры, наркотики оставались. Есть фото, видео, доказательства, что наркотические средства были в таком объеме. Но когда милиция пришла и осматривала труп, эти наркотики исчезают в момент, когда проводится осмотр места происшествия. Сторона потерпевших убеждена в том, что наркотические средства были потеряны, утеряны или они исчезли намеренно для того, чтобы не квалифицировать дополнительное преступление в отношении обвиняемого, а также, возможно, они исчезли просто по причине того, что они были изъяты и не представлены в следственных документах. По данному факту, обращаясь в Генеральную прокуратуру, мы просили Генеральную прокуратуру о том, чтобы это заявление было зарегистрировано и не рассматривалось Первомайской прокуратурой. Да? То есть, чтобы Генеральная прокуратура не отправляла в нижестоящую прокуратуру. Таким образом, это заявление не попало в Первомайскую прокуратуру. Но мы убедились в том, что Генеральная прокуратура, мы пишем 25 февраля заявление, 26 февраля Генеральная прокуратура и исполнитель в Генеральной прокуратуре без разбирательств направляет мое заявление в городскую прокуратуру. Городская прокуратура, да, регистрирует ЖУИ материал по факту злоупотребления и направляет это в Первомайскую прокуратуру, чтобы Первомайская прокуратура теперь разобралась, куда делись наркотики. То есть это мы сообщаем о должностном преступлении. Что делает Первомайская прокуратура? Первомайская прокуратура направляет наше заявление, чтобы мы приняли меры в отношении сотрудников, опять же, сотрудникам МВД, то есть направляет в Первомайский УВД. И в итоге к сегодняшнему дню, к концу марта, мы имеем то, что зарегистрированное заявление о совершении должностного преступления сотрудниками милиции расследуется самой же милицией. Генеральная прокуратура, ни городская прокуратура не отследила, исполнители не отслеживают, не контролируют указания прокуроров в части того, что это должностное преступление. Оно в априори не должно и невозможно, чтобы в отношении сотрудников милиции расследовала сама милиция. То есть это абсурдно. 5 марта 2025 года широкой общественности стало известно о том, что ряд сотрудников Первомайского РОВД были уволены, и следователь Первомайского РОВД был задержан с поличным со взяткой. Эта информация стала известна общественности, и сотрудник, который был задержан со взяткой в $5000, является и сотрудником, следователем, который расследовал это уголовное дело и как раз-таки и потерял эти наркотики, потерял или изъял, или не донес, что нужно сейчас устанавливать. Сегодня мы обратились опять же в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что указания Генеральной прокуратуры вообще и не выполняются, и Генеральная прокуратура в лице исполнителя не отслеживает те заявления и просто в шаблонном порядке отписывает их. Мы обратились в прокуратуру города Бишкек с заявлением о том, что их действия
Наше заявление о должностном преступлении и то, что они направили в Первомайскую прокуратуру, хотя я в заявлении четко говорю и пишу, что есть заинтересованность Первомайской прокуратуры, и это нарушение, мы обратились к прокурору города Бишкек для того, чтобы они изменили подследственность. Тот материал, тот зарегистрированный материал по факту исчезновения наркотиков, это напрямую должностное преступление. Мы доказываем, сообщаем, заявляем о том, что наркотики были утеряны с места происшествия в момент, когда пришли сотрудники милиции, и этому есть все видео и фотодоказательства. Мы просим тщательного расследования, считаем, что это напрямую должностное преступление, оно должно расследоваться как раз-таки подведомственно ГКНБ. Поэтому мы в городскую прокуратуру просим рассмотреть наше заявление тщательно, не просто отпиской, потому что мы заявляем как раз-таки и ожидаем, заявляя о должностном преступлении, о качественном и тщательном расследовании. Также потерпевшие в рамках уголовного дела, родственники убитой Айджаны Лукуловой, обратились в Бишкекское управление госнациональной безопасности с тем, что зарегистрированный материал в отношении следователя, который они сейчас расследуют по взятке, они соединили материал, который зарегистрирован по их заявлению в отношении наркотиков. Это разумно, это логично, это целесообразно, что один и тот же следователь здесь в отношении него по взятке уголовное дело возбуждается, а здесь они сообщают о том, что в ходе своих служебных полномочий он допустил исчезновение наркотиков. Мы не понимаем сейчас, куда наркотики исчезли, да? И по сути исчезновение наркотиков в рамках дела по убийству играет главную роль, потому что они, следователи, потерпевшие, считают, что они помогли тем самым избежать должного наказания. То есть квалификация преступления была ненадлежащим образом в отношении обвиняемого, который совершил это убийство. И это напрямую является должностным преступлением. С таким заключением, с такими выводами и с таким заявлением обращаемся и письменно заявлением, и открыто через общественность, для того, чтобы вы провели беспристрастное, четкое расследование. Мы просим прокуратуру и генеральную, и городскую заявление наше об исчезновении наркотиков и заявление о должностном преступлении, которое совершено сотрудниками Первомайского РОВД, передать для расследования, изучения и проверки этих материалов в ГКНБ.